А вот, Руслан, извини, как ты, скажем, ну, не относишься, а вообще смотришь на раскрытие темы насилия, очень интересная вот сейчас пошла, если можно так сказать, раскрытие этой темы связано с тем, что это связано с родовыми травмами. С родовыми травмами человека, что все проблемы вообще человеческие, именно конкретного индивида, связаны с тем, что с ним происходит. Я сейчас выношу за скобки генокод, то, что передается от родителей, а что все проблемы человеческие возникают с моментом рождения человека. Ну, поскольку мы все знаем, что Всевышний определил, что ты будешь рождаться в мучениях, там, в крови и во всем остальном, уже доказано, что человек рождается в насилии. Уже насилие. Рождение уже насилие, даже априори человека в насилии. Там как бы я просто интересовался вот разработками Станислава Грофа, очень интересно. Там он разделяет на 4 этапа момента рождения. Кстати, мархум Гейдар Джахидович затрагивал этот момент, но он затрагивал только первый этап. Момент, он различал, он говорил об ошибке Фрейда, о том, что якобы, когда плод находится в околоплодных водах, он находится в состоянии, Фрейд якобы говорил о том, что это некое океаническое блаженство. Он говорит, нет, это ошибка Фрейда. Это состояние комфорта. Потому что блаженство по степени, оно совершенно другое. Это категория ада и рая. Это совершенно другие вещи. И вот Гроф, он как бы разделил на 4 этапа. Вот там первый этап, опять же, вот этот момент состояния комфорта. И Гроф очень четко расписывает, что если в этот момент роженица находится в неблагоприятной ситуации, скажем, в ситуации там, загазованного района, там, я не знаю, какие-то ядерные, то есть какой-то выброс произошел в атомной электростанции, там выбросы сделал. То есть среда некомфортная для роженицы. То вот человек, который получил вот эти проблемы, находясь в утробе матери, то вот он склонен к паранойи, к состоянию депрессии. И это он все доказывает. Там порядка 15 тысяч экспериментов провел с роженицей. И вот второй этап, то есть когда плод достигает там, 9-месячного созревания, вот он подошел к моменту, когда матка должна раскрыться, и он стоит перед дилеммой, рождаться или не рождаться. Кстати, я провел эксперимент со своим сыном. Когда он родился, прошло где-то 2 недели, жена мне все-таки не дала возможность, но вот когда прошло 2 недели, я сына взял и бросил. Вернее, я заставил супругу бросить, сам находился в бассейне. Она бросила его, он реально утонул, я поднырнул, смотрел, он автоматически закрыл глаза, выплыл и начал барахтаться. Вот я как бы на примере своего сына я это увидел, что плод реально как бы обладает сознанием, в котором много чего есть. Так вот, второй этап подошел, и здесь вот возникает... Кстати, вот опять откуда это пошло? Ведь раньше у Льва Николаевича Толстого есть великое его произведение «Война и мир». Помнишь, у Андрея Болконского должен родиться ребенок, он там, по-моему, с линии фронта приезжает, и супруга его умирает. Супруга его умирает, но ребенок, он слышит плач ребенка, то есть ребенок рождается. То есть ребенок родился благодаря смерти матери. А это я к чему веду? Потому что у Грофа возникает еще третий, один из самых проблематичных этапов. Когда все основные проблемы человек получает, когда он проходит по родовому каналу. Он даже вычислил, что порядка 100 фунтов
100 фунтов, оказывается давление на головной мозг. Ну, это порядка где-то 45 килограмм, если фунт брать за 450 грамм, это ориентировочно. И опять мы возвращаемся здесь к теме боли. Как ни странно, здесь все настолько взаимопереплетено. Сейчас вот, например, надо, не надо, что делают? Отнимают третий этап у ребенка, чтобы возникало поколение таких биороботов. То есть человек с волей к жизни, который прошел такое испытание, представляешь? Это мне вот напомнило книгу Зюскинда, известную, да? «Парфюмер». Да. И фильм одноименный. Да, есть фильм, там немножко смысл как бы затерли, он же такой алхимический, по сути, как говорил тот же Головин. Но идея-то какая, что его мать родила тоже вот в зловонии этой, да? И, значит, вот эта вот травма к преодолению зловония, значит, включила в нем, ну, как бы вот... Стремление к нахождению стремление абсолютного какого-то неземного запаха. Да. Там. Это очень интересная вещь, потому что у известного еврейского мистика, значит, он объявился мессией. Очень много евреев, которые находились в так называемом Галуте, в рассеянии. Это был кризис диаспоры Галута, и, в общем, поэтому все ждали Машиаха. Вот он пришел, начал проповедовать. У него сразу много сторонников, он пошел к султану турецкому. И говорит, он был под протекторатом султана. Да, это султанат, еще тогда Османская империя была, расползалась как бы, да, на территории. И он говорит, я Машиах, тут говорит, прекрасно, я тебе даю сутки. Или принимаешь ислам, или мы тебя отправляем на тот свет. И он, находясь в тюрьме, принимает ислам. О чем, естественно, трубят, значит, сановники, да, султана. Часть отходит от него, отпадает. Но для части, значит, помощник вот этого псевдомашиаха, Натан из Газа, так называемый, объясняет, что идея в чем? Спасение через грех. То есть говорит, что ислам – это вот самая вот концентрация зла. Это ад. И вот вхождение в этот ад до конца, как у нас сейчас говорят, отталкиваешься от дна и выходишь наверх. Это буковка Ви. То есть вниз и вверх. То есть они говорят, что Виктория, чтобы достичь верха, надо оттолкнуться от низа. Да? И она после него стала как бы вот так доктринерско, такой очень красивой. Да? Поэтому эта идея, что сначала надо испытать мрак для того, чтобы оценить свет. И в Зюскинде то же самое. И, наверное, к плоду это имеет то же самое отношение. Вот, кстати, ты ключевое слово сказал – преодоление. Там же вот момент вот этого третьего этапа возникает как раз момент преодоления. Преодоление всего того, что противостоит появлению его на свет. Человек через преодоление рождается. И здесь вот возникает четвертый этап, четвертое появление. Как бы удар, космический удар атмосферного столба в 16 тонн воздуха. И вот рассмотрение вот этих проблем с точки зрения получения родовых травм, вот Станиславом Грохом, оно вообще на очень многие вопросы отвечает. Как вот Всевышний, он же ведь как дает болезнь, он же также дает и что? Лекарство от этой болезни. Шифа. Вот и возникновение как бы вот этой психотехнологии, это своего рода психотехнология. Да, я понимаю. Как бы заново пройти моменты рождения, но уже сознательно. Потому что есть вот есть определенная технология, которая называется ребёфингом. Ребёф как ремикс, как повторное рождение, где есть конкретные вот. Я вот понимаю примерный пафос, значит, психотехнологий связанный с чем?
Значит, я об этом много думал. Почему они так популярны? Потому что это псевдорелигия. Объясняю почему. А вот можно сразу вставить? Давай. А если в тебе есть стержень, мощный стержень, который четко тебе дал, скажем, осознание того, что ты единобожник, Да. что ты находишься, что ты веришь в ангелов, веришь в судный день, веришь во все, что предопределено для муслима, скажем так. И рассматриваешь эту психотехнологию как некий элемент познания мира. Вот если я добавлю тебе такое. Скажем. Я его понимаю и парирую тебе следующим образом, что князь мира сего обладает обширнейшими знаниями и пониманием. То есть мы, конечно, не отрицаем психотехнологии ни в коем случае. Но я вот думаю, каким образом, что так как современное общество профанно, да, оно же не воспринимает вот чистую традицию как вот, смысл. Да? Оно переходит на такие лайтовые формы. И Комфорт. Комфорт, да. И, что называется, планировщики истории, назовем их так, великие, неизвестные, неважно, жрецы, они... Коллективный фараон. Коллективный фараон. Они переходят на этап, что называется, оболванивания, вернее, не оболванивания, а как бы вот на ступенечку ниже от большой традиции. Поэтому для этих людей традиция вот чистая, метафизика, она не идет. Он ее не воспримет. Поэтому вот создается прослойка в виде New Age. New Age это тот же самый симулякр, это та же самая духовность. И людям говорят, это духовность. Вот берут Ричарда Гира, голливудского актера известного. Он известный адепт буддизма, все верно, нео-буддизма. Да. Каким образом? Они компонуют то, что нужно. Туда йога, шмёга, психозанятия. Я их не отрицаю, не говорю, плохо, это хорошо. Я говорю, что это создает симбиоз для людей, для которых понимание реальности более низкое, чем планировщиков. Так называемая религия для среднего класса. Скажем, духовность среднего класса. Здесь вот есть момент такой интересный. Для того, чтобы предоставить, скажем, общине, умме, и разложить это все по полочкам, сказать, что это симулякр, нужно как бы разобраться, что же это такое. Потому что в социуме, поскольку мы определили социум как предварительно перед этим говорили, что социум это есть благо, а благо есть все равно это некое обличие сатаны там, в той или иной форме. Вот эта психотехнология, которая на данном этапе дает наглядный пример и объясняет, например, некоторые вещи, связанные с самоубийством, связанные с всевозможными отклонениями, скажем, в направлении ЛГБТ-сообщества, где четко, конкретно показано, например, гомосексуализм. Гомосексуализм – это третий этап. То есть произошла родовая травма, где, скажем, мужчина воспринимает женщину как некий орудие насилия, скажем так, потому что произошла родовая травма. Да, я согласен. Но смотри, да? Смотри, Да. у древних греков, гомосексуализм, как его сейчас называют, как ты помнишь, Да. это был аспект, связанный с подлинной любовью. Ты помнишь? Да, конечно. То есть, что говорили Спарта, там вообще все эти... Да, что говорили греческие мудрецы? Вот сидели возвышенная любовь. Возвышенная любовь. Да. Платоническая, откуда она пошла. Они говорили, что любовь-то возможна только мужчиной и мужчиной, потому что мужчина
это единственный субъект. Женщина не субъект, женщина это как бы, ну, та, кто продолжает род. Но здесь момент идеологии, скажем. Момент идеологии. То есть я это к чему говорю, когда сегодня вот кричат, причитают, вот все, современность ушла. Так елки-палки. Западная цивилизация пошла от древних греков все-таки, да? Ну да, так эллинизм возобладал, да, скажем. Вот именно. Там все это проявлялось. Но понимание несколько другое было, конечно, это не вот эти вот субтильные ребята, да, ЛГБТ. То есть оно так или иначе ведь существовало, ведь в Третьем Райхе, да, организация, запрещенная в Российской Федерации и других странах, нашего прекрасного земного шара. Кстати, был такой идеолог о Третьем Райхе. В Третьем Райхе, да, которого звали Ганс Блюхер, который, например, утверждал, что государство – это сообщество мужчин, и сугубо мужчин, поэтому по своей натуре оно гомосексуально. Кстати, не один из лидеров, а лидер, скажем так, Третьего Райха, вождь, скажем так, он же являлся одним из, скажем так, у него были очень серьезные отклонения. Проблемы были? Очень серьезные отклонения, и там как раз Гроф расследует эти варианты, вот эти... Если бы не был Гитлера, на котором оттоптались все фрейдисты, неофрейдисты, значит, опять постмодернисты. Фрейд, кстати, вот полностью же теория Фрейда, оно разрушается именно вот холотропным дыханием, Ребёфингом, разрушается именно потому, что теория Фрейда, она не может объяснить ничего, она не может объяснить садомазо, она не может объяснить гомосексуализм, лесбиянство. Да, Фрейд. Родовая травма. Но он же ведь не раскрыл это, он перед смертью только подошел к этому, что существует. Ну подошел, да. А вот смотри, Юнг. От да, он как бы уже развернул. Развернул. Вот с Юнгом, да, Юнг был учеником товарища Фрейда, значит, с которым они тоже разошлись. Ну и значит, Юнг ведь был, на минутку, поборником Гитлера. Ну да. Известно. Он говорил, что... Оправдывал. Он говорил, что в фюрере воплощается дух нации. Но когда он пришел, вернее, Гитлер был разгромлен, гитлеризм. Горе побежденным. Да, горе побежденным. Его жена, которая была еврейка по национальности, она подсуетилась. Все эти высказывания товарища Юнга вымрали из анналов. Его взяли в Америку на работу, в общем-то, но Юнг жил вот с этой боязнью, что сейчас его разоблачат, наверное, работал на Моссад, не знаю. Ну, короче говоря, к чему мы приходим. Что вот если брать за основу этих ребят, психоаналитиков, мощные умы и все, то ты все равно, вот, что называется, или спотыкаешься, или упираешься в психосоматику, или в родовые вещи. Они все есть. Но можно же заглянуть как бы вот за все это, что есть некие фундаментальные еще вещи, еще более фундаментальные, чем, значит, родовая травма. Ну, конечно, это все, что связано. Но тема интересная. Да? Глиняная сущность человека, это же ведь просто-напросто против нее ничего не можешь сказать. Вот ты глина, ты умираешь, и ты превращаешься в пыль. Даже от тебя пыли не остается. Против этого никто ничего не сможет сказать. И если в тебе была вот эта божественная искра, рухола, да, то она, единственное, что остается, только она, как